Но сейчас больше инструментов немножечко стало. В таком случае. Портрет поставил. Вот так. Один такой, другой он такой. Те же, но только говорили. Вот такие дела. Сейчас вы еще минуточку, да? Короче, готовьте, какие есть вопросы, потому что перед нами специалист номер один в области традиционной игры на хамусе. Вот. И сейчас еще, может быть, пару минуточек, правда? Пару минуточек, и мы начнем свою беседу с разговором. Орудие с собой. Что не покажем? Что там, что-нибудь покажем? Это моя. Разрешено постоянно. Так, кого у нас там нет? 4-й курс? 1, 2, 3, 4. Вот, 100% явка. 2-го курса у нас? Что-то трое, почти. Алексеев Иван Егорович. Хамусист, с которым, допустим, мою судьбу была связана уже более 30 лет, даже около 40 лет, правда? Когда мы встретились где-то в 66-67 году. И вот с тех пор наша связь продолжается. В особенности она укрепилась, когда готовились на декаду в 1972 году. Вот. В настоящее время он не только возглавляет Международный центр органной хамусной музыки, являясь президентом этого центра международного. Вот. Он очень добился больших успехов в научном труде, будучи старшим научным сотрудником Института гуманитарных исследований. Он является доктором филологических наук, преподавателем университета, поэтому авторитет этого человека очень большой. Он много знает, много делал, много где бывал и может рассказать нам, по-моему, очень интересный рассказ о хамусе, вот, и других, может быть, явлений, связанных с инструментальной музыкой народов, которые развиваются вот так вот сейчас наравне с теми коллективами академическими, которые сформировала жизнь. Это духовой оркестр, это эстрадный оркестр, симфонический оркестр, народный оркестр, профессиональный. Ясно? Вот так что здесь можно очень много. Готовьте вопросы. Я думаю, что очень интересно. Иван Егорович, вам слово. Так, может быть, сидя, да? Можно сидя. О чем, что я должен делать? Рассказать? Ну, во-первых, рассказать, как вы любите хамус, как вы его полюбили, как вы встречали какие-то вот новости в жизни и как их осваивали, и что предлагали свое. Ну, спасибо, Николай Васильевич, за такой момент, чтобы создали встречу с вашими подопечными. Мы будем сегодня говорить о хамусе, да, о хамусах и о людях, которые играют на этом инструменте не только у нас в Якутии, но и в разных странах. Но прежде всего, как бы попросили рассказать, я, значит, 40 лет тому назад, чуть больше 40 лет, я как взял в руки хамус, ну, более интенсивно, видимо, играл где-то 60-е года. Ну, практически я до сегодняшнего дня играю на этом инструменте. Но был период, когда, значит, какой-то мой рассвет и творческих взлетов. Это были годы, значит, 70-е, 80-е. В то время я думал, и люди говорили, что я играю, ничего. Так, и солистом был, и руководителем ансамбля был. И в то время мы, значит, с музыкантами, с композиторами, с артистами сумели иметь контакт, организовать контакты, и в результате этих контактов росли
выросли какие-то идеи, осуществленные последующие годы. Ну, хомус самый главный музыкальный инструмент, вы знаете, что у нас, наверное, Николай тоже так учит. Есть много инструментов, но среди них самым главным является, по-моему, хомус. Но все они главные, все они являются спутником нашего народа, все они помощники развития нашей культуры. Но, тем не менее, поскольку я знаю историю этого инструмента, очень долгую историю, могу сказать, что этот инструмент был спутником нашего народа не один век, не 2-3 века, может быть, имеет тысячелетнюю историю своего развития. Но с развитием нашего народа он имел тоже другие разные стадии, формы развития, формы музицирования. Не только был он сольным инструментом. Я думаю, через года 2-3 назад, через года 2-3 мы можем отметить 200-летие организации ансамбля в Якутии. 200 лет, как был создан ансамбль нашей территории. Ну, ансамбль тогда не говорили ансамбль, может быть так, но они играли коллективно, они творили какую-то музыку. Многие считают, что ансамбль был у нас создан только с 1914 года, но материалы фольклорные, исторические, этнографические показывают, что ансамблем играли наши предки еще в давние времена. Таким образом, он сложился не только как сольный инструмент, но и как инструмент коллективного музицирования. Однако до сих пор теоретики, музыковеды считают, что этот инструмент не только у нас в Якутии, не только в России, но и везде, и в Европе считают, что этот инструмент издает только одну ноту. Видимо, вы так тоже учитесь. Может быть, это правильно, с физической точки зрения, но есть мои единомышленники, которые считают, этот инструмент может давать ноты не только одну октаву, но даже больше октав. Но система извлечения этих звуков очень сложная, нотных звуков сложная, и поэтому многие хомусисты на эту систему не могут освоить. Есть только люди высокоодаренные, музыкальные, они могут не только сыграть мелодию какой-то песни, они могут сочинить свои собственные произведения на этом инструменте. Я убедился в том, что этот инструмент издает звукоряд, бывая не только в наших краях, но и в Европе тоже. В Австрии считают этот инструмент такой тоже однонотный, да, одна нота каждого инструмента, поэтому они соединяют 5, 6, 7 инструментов вместе и играют вот попеременку. Даже держа обе руки они могут так играть. Очень высокоразвитая техника игры у них в Австрии, особенно в Верхней Австрии, в Германии, в Венгрии. Такой способ игры имеется. Но когда мы с Шишигиным, Спиридоном еще несколько раз были
Европе и в других странах, в Японии. И когда он играет мелодию, значит, например, в Истрисе мастера и музыканты считают, мы зря создали колодку для удержания этих различных инструментов, для того, чтобы сделать, играть на этих разнотональных инструментах. Оказывается, на одном инструменте можно сделать разные ноты. Ну, звукоряд такой полный, в полном смысле слова. Следовательно, можно сочинить музыку на этом инструменте. Идея это соединение, скажем, хомусов, барганов в Австрии, в Германии еще возникло в XIV веке. В XIV-XIII веке играли в Верхней Австрии, потом в Швейцарии, Германии XV века играют. И кульминацией игры на этом инструменте считается начало XIX века. В 1833 году появился виртуоз-исполнитель Ойленштейн, Карл Ойленштейн. Он играл на 15 инструментах. Тогда еще он не имел колодку соединительную. Он ложил все инструменты на стол, положил. И так мгновенно он менял эти инструменты для того, чтобы, значит, следовать за каждой нотой какого-то произведения. И он считается виртуозом, величайшим виртуозом всех времен. Мы сами себя хвалим здесь, что мы великие хомусисты якутские, вот тут разные, всех хомусистов считаем. Оказывается, в Германии, вот в начале XIX века были не только Ойленштейн, был Касмели, был Кох и другие, игравшие на этом инструменте, высокопрофессионально. Они гастролировали не только по европейским странам, но и в России были, до Индии они путешествовали. Их любили, ими восхищались. Поэтому мастерство игры на этом инструменте на разных концах света развиваясь самостоятельно, но она имела такую направленность, мастерство такое направленность, чтобы совершенство игры на этом инструменте достичь в одной эпохе невозможно. И вот сейчас, современное состояние. Ну вот, Василий сказал, что у нас международный центр есть, музей есть, у вас есть инструменты. Во всех, может быть, даже странах имеются люди, которые имеют большие коллекции этого инструмента. В Японии, в Австрии, в Швейцарии, в Америке, Франции, в Англии, в Голландии. Есть люди, имеющие большой такой объем таких коллекций. И они любители, они исследователи, они исполнители на различных вариантах варгана. Ну вот, раз есть такие люди, коллекционеры, следовательно, у нас не только мастерство игры на этом инструменте развивается, но и развивается наука, исследование звуковых особенностей этого инструмента, музыкальных особенностей и истории этого инструмента. Люди занимаются, пишут книги. И вот великолепный человек Леонард Фокс, американец, в 1988 году, вот недавно выпустил антологию игры, история этого инструмента. В Америке издана книга. Большая антология. У вас, наверное, есть. У нас в музее
есть эта книга. В этой антологии приводятся и образцы, вот, не только ну, и оригиналы, исторические оригиналы, такие у рукописей, написанные еще в XIV-XV веках людьми европейскими, американскими. Вот. И даже вот среднеазиатские вот, сведения имеются в этой антологии. Ну, где он пишет в разделе современного состояния этого инструмента, он пишет очень хорошо и о якутских хомусистах, о якутском хомусе. Поместил там хомус нашего знаменитого Николая Бурсова. Я послал ему этот инструмент, посылка, и получив, он радовался и поместил запись в своей книге о том, что самый лучший варган в мире – это якутский хомус. Есть там черно по белому написано. И написал там в своей антологии самыми лучшими, выдающимися современными хомусистами является якутский хомусист. Без моего ведома, без моей подсказки, человек со мной не видевший, просто мы переписывались, менялись такими литературой, материалами и фонограммой. Он имел наши пластинки и так далее. И пришел к такому выводу. Но это оценка Фокса. Есть и другие оценки. Другие исследователи есть в Голландии, есть фон Бах. И он считает, что французские хомусисты, ну, может, держат пальму первенства. Они хорошо играют. Там есть наш Жан Райт, этот приезжал к нам, он выдающийся действительно человек, такой любитель, музыкант, такой художник. Он напоминает, там в своей книге пишет о Антоне Брухине. Вот приезжал в прошлом году у нас, он гостил. Действительно, он выдающийся музыкант, художник тоже. Но он тоже такой человек, как этот самый наш Заградинов, весь отдавший свою жизнь, душу, все только хомусом. Ничем другим не занимается, иногда только рисует, только играет на этом инструменте. И концертирует по Европе, вот, разные страны ездит, просто концерты организует, ну там где-то 15 человек, может быть 100 человек иногда бывает. И на эти средства он не живет. Он не заслуженный, там нет такого звания, не большой лауреат, но все равно он величайший известный человек в Европе, музыкант. Вот я следовательно хотел сказать, этот инструмент у многих народов. Ну, он бытует. Ну, Фредерик Крейн, наш идеолог американский, тоже выдающийся исследователь, профессор, считает, что такой инструмент имеется у 150 народов земного шара. 150 народов имеет. Следовательно, он пишет, что в каждом народе этот инструмент может говорить человеческим языком. Вот когда играешь, вот и одновременно говоришь, не вслух, а голосом передаешь, и артикуляцией организуешь там изменения. И он уже может слышать. Вот я когда играю, говорю, может слышать. Ой, иногда Николай Савельевич тоже может кое-какие слова ловить. И таким образом этот инструмент может говорить на 150 языках народов мира. Почти каждый народ имеет такую технологию, такую технику извлечения звука, одновременно с игрой можно и говорить на этом инструменте. Так и делают лаосские, например, исполнители. Так делают индийские, пакистанские хомусисты, скажем. Вот. Они иногда
мелодии играет, да, музыка, а иногда вот с тобой разговаривает с помощью этого инструмента. Через звук Через... или слово? Нет, без слова. Через звук. Именно, ага, через Ну, звук, видать, и артикуляция, она где-то недалеко от слов, и понятен только им. Следовательно, можно считать, что язычок хомус это перемещение голосовых связях вот прямо вот передний план. Он может здесь говорить, а и звуки с той стороны образуются, так? А голос там вибрирует, и человеческая речь вот сюда выходит. Ну, таким образом, не только говорит человеческим языком, не только играет музыкой, так, на этом инструменте люди создали и такую систему терапии, музыкальной терапии. Никакой другой инструмент не может сравниться с хомусом, вернее, звук инструмента другой не может сравниться с хомусом, звуком хомуса, который может действовать на организм, на больной организм и там что-то поправить. Есть опыты, есть описания, есть такие материалы, где описано, значит, как лечат в России с помощью этого инструмента. Вот сейчас якутские народные медики, некоторые пользуются эту музыку. Но я думаю, пока у нас, видимо, рановато достичь какие-то результаты, не исследовав, какие именно звуки или какие-то обертоны могут действовать определенные на какую-то болезнь и так далее. А немецкий хомусист, медик, Космели еще в начале 19 века, уже организовал сеансы, лечебные сеансы с помощью звука хомуса, малтрамела. Так? И там описывается, что он лечил душевно больные, нервно больных, и женщин разных так, с разными болезнями там обращались. Они тоже вылечивались с помощью. Значит, женщины больше поддаются, наверное. Женщины так поддаются, что вот, сейчас, может быть, так можно рассказать, это, потому что это материалы написаны. Они принимали участие, когда рассказывали в Покровском медицинском центре. Так что тут многие принимали участие. Но Космели организовал такой сеанс, вот женщин собрались женщины, которые хотят рожать. Они не могут иметь детей. Он тут описывается, как он начал играть, как женщины начали чувствовать. Как они страдали этим. Страдали этим, потому что им хочется, чтобы детей иметь. Поэтому вот в результате этих сеансов там говорится несколько женщин. Получилось. Конечно, после, наверное, без мужчин. Вот. Это воздействовали, наверное. Вот так. Ну вот, не только с медициной связан этот инструмент, связан с искусством, да, с профессиональной музыкой, и с фольклором, и разными такими, с наукой, естественно, так, психологией, с физикой, математикой. Но хочу подчеркнуть, хотя многие века, многие годы ученые Запада занимались исследованием этого инструмента, но они, оказывается, не могли решить, вернее, создать математику и физику хомуса. Они не определили, оказывается. Спектральную характеристику, например, звука этого инструмента. Оказывается, якутские ученые
академик Ларионов Вот в 91 году сделал доклад на нашем конгрессе, конгрессе, Петрович. и опубликовали мы этот доклад. И оказывается, это первый доклад в мире. Вот так. Так. Таким образом, мы тоже кое-что, оказывается, делаем. Действительно. Так что вот такой у меня сумбурный рассказ о том, что делает этот инструмент, как пользуется этим инструментом, для чего служит этот инструмент. В конце я хочу подчеркнуть, что просто бессознательное или такое бесцелевое занятие этим инструментом может оказать обратное влияние, воздействие. Так. Комусь инструмент особый, комусь инструмент загадочный, потому что делает эти настоящие певучие инструменты, настоящие кузнецы, родом от, шаманских предков, так, родом, значит, великих кузнецов старины. И если мастер, вот мы были с Николаем Сергеевичем у Каменника, он когда делает инструмент, он не на инструмент смотрит, который он делает, он смотрит вот где-то вот так или вот так. Он просто рукой чувствует, видимо, так? Или вот он думает. или думает, или Или что-то, зовет ли да, кого-то. или его командует, кто-то командует, Вот. может так, я даже думаю. И он когда корпус делает, 5-6 корпусов делает, потом ждет, когда наступит настоящий день для того, чтобы поставить язычок. Только он знает, вернее, даже не знает, чувствует только. Он чувствует, он ждет, сегодня нельзя, О, а завтра, наверное, погода такая, нельзя. Так, язычок поставить, так, корпус. И однажды я был у него в гостях и ночевал, и через 2 дня ночевал, 2 дня был там. И на второй день, только утром он меня очень рано разбудил. Давай пойдем к кузницу. Просто говорит, пойдем к кузницу. Я встал, не так. Молодой был тогда. О, как. Кое-как. Нехотя пошел. Спать хотел. Спать. Ушли. Он снял, избушка такая, да? Юрта. Ну, Снял раму с одного окна, где светит солнце, так? И вот лучи солнца падали прямо на вот эту кузницу. Ага. Костыла. Он, костык, и он начал, значит, так, закреплять это самое, язычок. И таким образом он 3 инструмента делал. Так, Больше нельзя. тут. Остальные остались. Как-то срок кончится или энергия кончится. Такой Тут необеденный период, да? пойми. Может, солнце шло и так далее. И у него какое-то суеверие было. Вот именно. Настроение. Если желание. такой мастер Он посмотрел. сделал, если у вас есть такой хомус, сделанный в этот момент, так, Ага. это инструмент волшебный инструмент. Во. Волшебный, не просто инструмент. Когда он делает, что-то говорит, какие-то непонятные слова, и движения у него какие-то другие становятся, так. Обычно он такой маленький старичок, так, может так, вот так работать, так, а у него так, когда делает... Пластика меняется. Пластика меняется. Вот как. Таким образом, инструмент хомус из 100 инструментов 2-3 инструмента, видимо, имеют такое свойство, что с ним надо обращаться осторожно. Надо знать, на чьем инструменте вы играете. Сейчас много стало мастеров, их интересует сейчас рынок, финансовая сторона, поэтому многие так-сяк делают, так, никакой души там,
никакого, значит, содержания этого инструмента. Поэтому, когда покупаете инструмент, надо спросить, когда сделан, кто сделал и так далее, и так далее. И не только слушать, чувствовать. Не только звук, но можно слушать через звук, угадать, что же этот инструмент, конечно. Как имя этого мастера суеверного? А? Имя этого мастера как? Гоголя. Гоголев. А у нас Сахаяна была, вы знаете, да, она сейчас академическая. Это совершенно родная внучка. Внучка учится. Вот. Какое-нибудь у него есть там свое, чтобы определить? Есть сыновья, вот отец в нашей мире, сын того кузнеца и делает, продолжает. Так что у нас не все. Клеймо ставит он какие-то свои? В то время не делал, он не ставил. Просто если у меня есть рисунки, он где-то напильником где-то что-то такие тайные срезы делает. Но это для настройки. Нет, да. Настройка инструмента совсем другая. Ну вот, в основном надо быть осторожными. Надо сильно так бессознательно не увлекаться. Надо заниматься с умом. Чувством. Не надо быть временным человеком с этим инструментом. Временно не надо заниматься. Лучше не заниматься. Придет время, когда вы настоящим образом захотите заниматься. Поэтому учеба на этом инструменте тоже особая. Например, у меня студия была, и сейчас тоже иногда занимаемся. Вот здесь профессионально вы занимаетесь. Тоже особая учеба. У нас создана школа исполнительства на этом инструменте, школа обучения на этом инструменте. Не только в школе, в вашем училище, и не власти университет еще. Да? Вот так. И в высшей школе музыки учат. Вот Дегтярева у нас. Дегтярева, Они по народному, традиционному Дегтярева у нас вот, педагог. Педагог. И Это там канадская тоже она. Это моя ученица. Так что, Все имеем контакт. может быть, вопросы будут. Пожалуйста, какие вопросы? Сохранились ли ноты от тех времен, 16, 17, 18 век, произведений с записью Хамуса? Я знаю, что Гайден писал произведения с участием Хамуса. И так хочется найти эти произведения и организовать в Якутске фестиваль музыки именно вот такого порядка. Гайденовские ноты имеются в журнале Крейна. Он вот сейчас в Америке издается. В 4-м номере он уже гайденовские. Какая прелесть будет, а? Потом, Немецкий. вы, наверное, знаете Йоганн Альбрехт Бергера, вот композитор. Да. Сейчас у него все 4 части, камерные произведения в 4 частях, и ноты тоже имеются. И у нас пластинка есть, вы тоже имеете, наверное. Так что нотные и обозначения, и записи нотные имеются. Есть много нотных образцов и других, итальянских, вот, шотландских исполнителей, вот, американских, традиционных, и нотирование. В основном интонация, да. Нотирование. В основном интонация построена на Вот. ритмическим уровне. Вот Марк Николаевич Жирков в свое время хотел усовершенствовать хомус, нотный хомус. У него задумки были, как сделать хомус, чтобы по нотам играть. Вот, наверное, вы прочли, по язычку он сделал бегунок. Это не он, нет, это его предлагали, но он его отказал. Ага. Отказал. Вот там рисунок есть. Есть.
Но эту систему разработали наши башкирские друзья По нашей по нашей. рекомендации и По просьбе, нашей по сути просьбе, дела, мы же рекомендации. сообщение делаем. А в двух словах. Вот то, что Марку Николаевичу предлагали в Узбекистане, мы узнали уже где-то в 80-м году, после выхода вот этой книги. А до этого этой информации не было. А идея, она не такая уж нова, понимаете. Очень много инструментов, как у тромбона, двигается и звук. То есть трубка увеличивается, и звук понижается. То же самое здесь. Если сделать вот этот вот язычок хамуса и по нему то же самое, удлинять или укорачивать, то можно сделать высокие звуки, низкие звуки. Для высоких надо небольшие струны, как здесь, а для низких вон какие большие струны, громаднейшие. Вот это, вот в целом-то вот эта физика, она несложная. И мы здесь с Чаховым пытались в 67-м, 66-й, 67-й год, Дом народного творчества, вот это найти. В пилотских мастерских не могли сделать, там еще какие-то были здесь мастерские, другие, ну, в общем, по авто и все такое прочее. И тогда, когда нам показывали, помните, в авиаинституте колоссальнейшие моторы для реактивных самолетов и так далее. Там такие есть моторы, ну, представляете, вот допустим, в эту комнату. Представить, какой самолет будет, никто не знает, а мотор уже создан для такого самолета. И вот когда у Загира Гариповича разговор, и он же как раз был. Вот. И там как раз стал вопрос, вот бы создать вот на такой основе, и вот мы тогда поделились этой идеей. Они говорят, да боже мой, нам надо, только сказать надо инженерам, они сами все это придумают, все сделают, разработали. И Ну, не это знаю, разработка... вместе с вами разработали кольцо, чтобы палец-то тянул туда и обратно, чтобы этот вот хомутик, который удерживает этот язычок, ясно, да, хомутик, вот чтобы его можно было пальцем двигать. Вот. И все это было сделано довольно-таки очень хорошо. В условиях Якутска нельзя было сделать, а там сделали. Сделано-то сделано, но усовершенствование не получилось. Там не хомус получился, А целый а пистолет. хомус-то какой-то звук, инструмент какой-то другой получился. А здесь тоже, наверное, вот такой же художник должен быть, наверное, Какой-то духовный художник, да. вот такой должен сделать, потому что это жестко, все удерживает. Видимо, Марк Николаевич правильно отказался от создания вот этой... Вполне возможно, да, здесь ничего особенного нет. Он, видимо, знал, что это тут ничего особенного. Войск. Да. Так что мы можем даже продемонстрировать одну песенку, сыграть. Как Марк Николаевич там нотах написал, на разных хамусах. Вот у нас есть такая возможность сейчас сыграть. Сыграем? Сыграйте. Карапачан, пожалуйста. Пожалуйста, можем подключить любое произведение. Сейчас создать вот здесь произведение, если кто еще желает добавить свои тона. Пожалуйста. А потом манипуляции немножко поговорим, ладно? Раз, приходишь, приходишь. Раз, два, три, четыре. Тихо. Ну, здравствуйте. Вы что, секретарь, что ли? Восьмые. Ну-ка, внимательно еще раз. Раз, и, два, и. Там, соль, до, ре, ми, до, еще раз. Прикольничек-то где? Продолжайте треугольник, будем, пожалуйста. Посередине.
куда спешите там? Ну почему так неаккуратненько? Что же вы делаете? Пожалуйста. Элла, пожалуйста. Давайте сыграем. Вокалист. Поиски ансамблевых теперь вот это исполнение. Вот это одна из форм, когда хорошо настроены, у нас сегодня что он там, рэп, сейчас вокалист будет у нас. У нас слово на пение, есть инструментальное одновременно. Да. Что? Обязательно. Нет, не надо, нет. Нет, почему она здесь хорошо стоит? Ну, хорошо стоит. Все, ее видно хорошо. Очень даже хорошо. В спину будет совсем. Нормально все. Пожалуйста. Ну-ка. Первое серьезное выступление. Хорошо. Композиция. Так, ну Маш, уж не уходи, давай-ка, давай.
поговорим, да? Еще? Да. Поговорим. Еще определим. Время как у нас позволяет? Позволяет. Вот, хорошо. Но я хочу сказать, что, вернее, показать, что в последнее время организована запись, значит, на компакт-дисках музыка хомуса не только якутских, но вот тут сборная российский, так, вот наш ансамбль в Австрии издан этот компакт-кассета тиражирована. Наша кассета с Шишиганом в Японии вот такая сделана кассета вот такая. Ух, смотри-ка. И вот прелесть, а? швейцарский исполнитель Антон Бруклин вот такой тоже выпустил. Так что в нашем музее вот эти единичные штуки, экземпляры есть. Но из Японии летом привезут. Можно приобрести будет. И сейчас мы в прошлом году издали вот первый номер нашего журнала. Журнал «Хомус» на 3 языках. И тут история, вот, например, японского хомуса. Оказывается, японские хомусисты Японии играли на этом инструменте более 1000 лет тому назад. Нашли вот такие два инструмента в городе Омия во время археологических раскопок. И они напоминают вот, амурский тип органа. А в 18 веке японские органисты играли на железных варганах, прикрепленных, припаянных к топору. Они топор держали с хомусом вот так и играли. И в 18 веке таких исполнителей император Японии запретил играть на этом инструменте. Почему? Потому что исполнители на этом инструменте начали критиковать политику императора. О, опять политика. Политику. Оказывается, японцы тоже умели говорить через этот инструмент. А здесь и говорится в этом. Дарю этот экземпляр вашему музею. Топор, может быть, резонатор, Резонатор, усиливал, что ли? может быть так. А не зря. Ну, не зря японцы. Вот. Сейчас в Китае этот инструмент, более на юге сильно развивается. Китайские мастера очень делают с любовью этот инструмент. Вот такой футляр. Они специальный делают и футляры. Такой миниатюрненький. А самое деле, бывали, наверное, большие, да? Или Нет, все, только такие. только такие. Такие не... Если бамбуковые у них в Китае, это вот железные такие. Ну вот треугольничек. Это кран? И- Буроблазы? Ого! Маленький-то удаленький. Это, наверное, вот с этим, если так думали, это, наверное, что-то женского такое, да?
Женский Сначала. инструмент, женский инструмент. Ну, посмотрите, на нем, Женщине. на нем и ребенку, ведь посмотрите, как удобно играть. Вот это не зря, На наверное, нашем мужчины очень так не тяжело. делают, эти девушки, Но наверное, китайцы- то есть секретные чувства такие тайные, Китайцы еще тонкие. другие делают. Этот инструмент народа И. И И. всего навсего. И. Только А вы говорите, звук И. без согласного. Народ И делает, А где они находятся? это на границе с, этим, с Вьетнамом. С Вьетнама. И. Они делают такие хомусы, 4 хомуса делают. Разной тональности. Вот так. Друзья. И Тут Алексей туда вернется. О, что угодно можно творить. Передай. Он мою камеру сюда заснять. Это чудо. вот так. Тоже возможности большие. Тут если владеть Утю. И все. виртуозно. Вот так. И все. Если- Там внутри пошли. да? Вот так. Безопасность сейчас. А. Не ломается все. Да, Посмотрите, а как? какой футляр роскошный. Это просто изумительно, правда? М. Это просто изумительно. Но вот американцы делают такой инструмент. Это мы были в Флоренции, есть город Тампа, столица Флориды. Почти как Тампа. Флоренции. Флорида. Флорида? Флорида. Италия, Флорида, да. И там живет мастер Битлоу, Фред Битлоу, вот тут написано. Инструмент Битлоу. Вот Битлоу. Ага. Мы были в гостях у него, и он инструменты делает, 2 минуты, и Да, один инструмент. Шапой. Вот так, такую заготовку берет и... У него станок есть такой. Все, ага, и ложит, и прессом все, и добро играет. Можно посмотреть? Ага. Обычно они играют вот темпераментные, О, как. они дышат только, Лучше, языком, бесправные там такие языком они, ритмы-то. кантри-музыка они Чё-то мягкий. используют. Разнозию так. Так, еще что-то у меня есть. А, нет. Что, вот это Аккуратненько. индийский инструмент. О, почему-то как туркменский почти, да. Туркменский он такой Да. узкий. А этот пакистанский, там, иранский, индийский, вот такие формы, хвостик имеет. Хвостик, оказывается, запасная часть. Если тут ломается, да. надо мастера придешь, он Ага, он сделает понятно. это. Ну еще и Да, ну, она удержание. и- И удержание тоже. Его и Удержание тоже такое, и может. такое, и такое. ага. Своеобразный звук. Такой звук имеет. Так, еще есть башкирский. Надо же так вырежет, а? Молодцом. Принцип, конечно, одинаковый, но... Ой-ой-ой. Ух, Вот да. сколько разновидностей. Ой-ой-ой. Ну, вот это австрийский, это классический австрийский инструмент. Вот такой. После свидания. Потом подойдете.
австрийцы до недавнего времени делали только для туристов инструменты. Ага. Они тысячи инструментов делали, они отправляли за границу торговать, Да. на торговлю, бизнес. Вот года 15 Тому? лет тому назад, значит, они думали, что этот инструмент надо концертный сделать. Ага. И начали люди думать, и там в Верхней Австрии, в Мольне живут несколько мастеров, и они начали делать настоящий хумус, певучий, сольный. Но не достигли уровня по оценке американцев якутского уровня. Поэтому они пригласили якутского мастера Христофорова Ивана Ильича. 2 года тому назад они совместно делали якутско-австрийский вариант инструмента. Но этот инструмент звучит потрясающе. О, Их материал, ага. якутская технология, Ага. форма такая объединенная, но это не чисто австрийский. А форма какая там? Форма Они оба которые. полуякутская, это Якутская, конечно. пашин. Конечно. Так. Вот это немецкий варган, малтромный. Их называли бас. А басов или что-то еще такое. Каждый такой еще. Или барабанка, вот еще как называют. Вместо барабана. Вот туркменский, Видите, какая она похожа, он прав, что похож. Вот вместо барабана, да. Вот у меня тувинские были. Вообще тувинский этот блок. Блок очень интересный тоже штучка. Вот тувинские инструменты. Кольцо того. О, Ту. Специально у них как от гармонии. Ах, вон аж куда. Не видать здесь. батен тула. Вот тувинские инструменты, вот такие. Струна. Струна только. И язычок какой отличительный, да. Еще здесь мы... Есть инструменты, которые свистят. Помните, вот Да-да-да-да. киргизские? Да. Ну, я не- Наманда. Флажолеты, Просто прям свистасар. флажолет. Называется, на якутском тоже есть. Так он у нас идет призвуком называется. Это флажолет. Это особый, так сказать, спутник призвука основного тона. Ну Их вот, иногда до значит, 7 звуков. Ну, в нашем музее много инструментов, но, До оказывается, 7-8 даже. ну, из деревянного я покажу вам. О, тихо-тихо. Вот это Вот так. кто? это индонезийский. Ага. Ну, лучше, чем японский. Дергать. Японский дергат, конечно, дергат айнский. Ну, это очень хорошо. Вот это очень хорошо. О, это очень даже удобно, приятно. Ай-яй-яй. Так, Видите, что значит, а? Международный центр. А вот не будь этого центра, а? Разве такие связи были? Да. Посмотрите, какая возможность нам познакомиться с географией, с литературой, с мастерами, изготовителями и исполнителями. это японский. Это ханли. А айна. Японская.
Все освоил. Молодец. Японский. Это филиппинский. Масту. Это то, может, там... Выдерживает такую нагрузку, Да. с ума сойти. Помните, в моих Прелесть. пластинках Прелесть. первых Ага. Еще Мастагали. две вещи были, да? Произведения. Я играл вот в Филиппинских. Помните, Каргузалова, знаете, да? Ну. Там музей антропологии. Я оттуда взял из фонда на время, на одну ночь. Ночью играли в этом капелле, я записывал. Делал вот этот сочинение. Какая прелесть. Кем было погорло серьга, голубым капси. Но Да, не только из дерева делает инструменты, из кости делает на прибрежные народы. Балык могу. Вот это кылык моржа. Круто. Это хантыйский, нас российский, дорогие. Бедный. Вот. Ханты-Мансийский. Ханты-Мансийский. Ханта и Манса. Как они Вот, там... вот так. Да. Где же это же он? Туда и туда. Ну, самый напряженный, правда? Вот эта вот форма звукоизвлечения, надо- самая напряженная, она такая, она требует и удержания, Да. такой рывок. Я здорово. Да, здесь очень такой. Может, Все остальные подниматься. очень мягкие, а вот Да. этот самый напряженный. В нашем музее где-то более 500 хомусов различных. Тихо, тихо, И они выставлены в основном на витринах. Можете посмотреть там, увидеть, узнать. Он Приходите. не буду, они не директор, он музей комуска. Это Он сидел, они идем на играет. Ким, это Альбина, он не говорит, самое Так. Вопросы Ца- какие? это соберем. Скажите, вот как вы относитесь дыхание большую роль играет в игре? Артикуляция. Дыхание – это до артикуляции. Это отдельный особый прием игры, особенно европейских и американских исполнителей. Чисто артикуляционная игра исполнительства – это азиатская. Я так разделяю. И перемешку дыхания и артикуляции с дыханием, ну, это в основном наши якутские мастера, исполнители. Поэтому вот европейцы уже научились, как артикулировать. Артикулировать. На одном инструменте, в смысле изменения языка. Это что такое хомус такой? Это футляр английский. Да. Дыхание, ну, это динамика, значит. Я так думаю. Без дыхания динамики невозможно добиться на хомусе. Основной это динамический прием. А артикуляционный это уже музыкальный прием. Так. Какие вопросы есть? Пожалуйста, задавайте. Вы, ученые люди, может по-другому толковать, но у нас есть, значит, мы такие не ученые хомусисты, так? Вы профессионалы, музыканты же хомусисты. Мы не музыканты хомусисты. Так что вот
Нет, разница... наши тоже не так уж далеко ушли. Все равно Первокурсников традиция есть тут- традиция. Ага. Традиция, а без традиции не было профессионализма, а профессионализм должен хорошо освоить традицию, плюс шагнуть чуть-чуть какой-то доступные вещи. Видимо, они он не степен бар. Все, Мастер. Балцларга гитнерен бар. Раз в музее не продаются, продаются хумусы. продаются, да? Причем Bu kimi? неплохие. Hani bu Кто kimi? мечтами, Это давайте, Гоголь, Егор давайте Петрович, как-то. там, великий такой. Ne Гоголь так? Ага, другой Гоголь, он умер тоже. О, Он делает состав тоже, как Аманика. Это Участник вот войны. это, да? Который Это, здесь. это концерт. Нет, Егор, да, Вот да, Егор вот, да, да, Петрович. да, Егор да. Петрович. Вот. Вот, ага. Вот такой маленький, такой классической формы. Böyle bu onunla kas egzebiler daha iyi tutuyorlar. Tühünçere. Oo, ya kaydakına tekstilleri itinde de. Бар у нас, я бар. Atıllar Это у tuttu. нас так. Hı. Бар хватает. Evet. O da bitti hadi. Да, бар. А? Tühünçek de biler. Hına tuttu. Kim bilir tatlılar. Anarasıyla bilen. Bizler ki namı nazalakları bizler dedim bir yaptım. Какой вопрос? O tüccarlar ingin anyu ingin cidden Журнал. uygulatalar hem buludu bu adı. Aday bu А сколько стоит? Не знаю. Там другие занимаются. kanı tekoratiyatı satı. Маннат, полиграфист. Полиграфист. Etekinde народный bir bokonik canı disitin. Sitin du biçik. Biçik. Сетими кибичикер дертиler. Yaşa Немножечко исполните. Так, ну, Yarı Попросим, kırkıtlar. да? сыграем, конечно, но без просьбы. Так, обычно, ну, при встрече первое исполнение бывает как-то ознакомительное такое, да? И вам показать, что я умею, и чтобы вы почувствовали что-то такое. Ну, потом, как хомусисты обычно играют, ну, несколько раз. Ну, у нас один раз я буду сегодня играть. Потому что они раскрываются тоже как певцы. Мгм. Спевасingler kuttuk ahıllan var. Один раз не получится, а вот второй раз получится. Var eder kırkıtlar bandırı kırıtı işe ettirge olsa ahıllayan var. Так, ну ладно. Агатас, это Dokutçuk.
не надо. А, традиционный. Колор. Вопрос есть? Вопросы, если нет, А, посвящение Туора, она, ищчаска. Бастагы была туахты. Сана, бастагы сана. Сана хомбуради. Сана аван булаты. Муньон, Он там у него, ман там у него, вон так. Сбор, значит. Дум. Думаю, значит. Сначала я По думаю, поводу дума интересно. потом я пробую. Пробую свои возможности с возможностью хомуса. Вот вместе мы входим, вместе невозможно. Возможно и невозможно. Дальше пойти. Если невозможно, надо остановиться. Конечно. Если Значит, можно, стремишься а ищешь. если мы объединяться можем, тогда вот третий час. Третий час уже это мелодии пошли. А мелодии пошли, эта мелодия получилась. Там, вот эта мелодия диктуется другая мелодия. Из этих мелодий у меня концовки сделаны с импровизацией маленькой. Что что-то такое не похожее на первые две мелодии. И каждый хомусист, он сам себе композитор, и сам себе режиссер, и сам решает это актерское свое задачи исполнения. Поэтому, если вы так созреете до такой степени, до звания хомусиста, так, вы можете учиться сколько угодно, но получить это звание, может быть, не удастся. Конечно. Ну вот, хорошо будет, если все вы получите это такое. И не то, Есть у нас экспертная комиссия, оценка исполнителей. Ну, вы по-своему оцениваете. Метки ставите, да? Ученик, студент хорошо ответил, хорошо сыграл, это значит хорошо. Да, балловые такие. А когда вот мы не музыканты, хомусисты, например, такие, народные такие, традиционные. между собой такие шкалу, такую градацию делаем. Это ученический так, период, он еще ученик, ну и репертуар такой, так, вот мастерство такое, да. Потом так, начальная стадия, так, первая стадия хомусиста, вторая стадия, так, третья, и там дальше виртуоз. Есть набор. Но есть хомусисты, которые играют только известные мелодии, они могут сочинять. Так. Дальше не могут, сочинять не могут. Да, есть просто приемы. На ходу просто демонстрация приемов. Да, и все, и на этом закончилось. И на этом закончилось. А есть хомусисты, сами это композиторы. Да, Вот композицию создать, да, настроение. Шиширин. Я сейчас в нашей республике это, ну так, Шишигин. Настоящий композитор. Шишигин, значит, котируется у вас среди импровизаторов, мастеров, котируется. Высоком таком. Все признают. Все признают, как музыканта, как импровизатора. Вообще очень серьезный человек. Вот, например, Художник, даже художник да. большой. Колобрите энде тулу букы вообще хомбуска, и те мааны питтерин тахтнан, тин туокулу вот чувствува. А? Ну, иногда получается, иногда не получается. Колобр он нот иде хато үдүк тахымга тахалла. Чувствованы берер туори ини. Идах боллагана, домай ис кохана боллагана. Это не петти болу идах. Эн саганы түгеретер боллакына. Эн жон болгомтон тардар боллакына. Жон дугатын мукалхам. Очогона комчук. Как? Просто технически хорошо играть это одно дело, а все-таки чувствуешь. А как же? Необъяснимые. Музыка, она только с этого и складывается. Но вот Кто на таком чувствует, уровне уже кто музыкальный заставляет инструмент. вместе с собой, поведет за собой, а если он не чувствует, то никогда не... Ну ладно, спасибо. Нет, позвольте от лица всех наших участников сегодняшней беседы просто выразить вам сердечную благодарность. Будьте чаще в гостях у нас, посмотрите, покритикуйте.
Вот. Мы тут еще приготовили немножечко поиграть вам пьесы, все возможно. Но я думаю, что мы еще организуем встречу в ближайшее время. Хорошо? Спасибо большое. Всего самого доброго. Вот это место чаттар вот. Ага. Onu soğulayın oynaya batırlar. В то же время тахин топыл. Ага, вот. Она тема. О, да, ну, А это здесь не пропадет. Здесь не пропадет. Наш железный. вот onu bu Такой не не... мен экземплярдан алып yok На onu. тираж. У нас есть Ona аппарат, где zıvıttırdı можно? men biznes. А у нас может? Туда. Onu reklamına takın Один bir минут dön bu oluyor. чтобы послушали его. Любой из них. Сейчас я торгуюсь уже. Ага. 3:30 у меня здесь Хорошо. училище. Ага. Там Kore işte anama reklamına kandıra tüla. Beyatırı Allah'larına reklam yok. Reklamına takın dön bu oluyor. Конечно. Ondan yürüyen yerin onu aksınarı bu yarı.